Около 1000 видов растений и более 200 различных животных находятся под охраной природного заповедника Эрзи на огромной площади в 35 тысяч гектаров. Он появился 17 лет назад. Столько же работает в этом заповеднике Мадина Баркинхоева. Занимаясь просветительской работой, она отмечает, что именно за последние несколько лет им пришлось как никогда изрядно потрудиться, чтобы сохранить чистоту в горах. Был установлен шлагбаум, и поэтому фиксируют тех, кто заезжает, кто уезжает. Их заранее предупреждает, как на территории заповедника можно себя вести и как себя вести нельзя. Участковый инспектор заповедника Магомед Евкуров спешит показать коллеге очередную диковинную птицу. Эти люди круглосуточно и даже в праздники дежурят здесь, защищая природную зону от браконьеров или других неприятностей. Зоркий глаз и бинокль помогают высмотреть даже серны, которые обитают высоко в горах. В работе инспекторов бывает всякое. К примеру, однажды Магомед помогал спасать яка, который пострадал от нападения волка. Як хайваля чата берзулозия шболмот яртик жоо лаги анд яр зулуур шаварса бер ветернаш цар оохно осл дэш халац халми жоо ақ мажиш уздяцэн личитэ ма хамат я хозир зита даяга дикки ваққан. Природоохранная зона – дом для многих редких и исчезающих растений и животных. Многие из них занесены вот в эту красную книгу Ингушетии, которая постоянно переиздается. В ингушском ореоле обитания, к сожалению, больше не водятся леопарды переднеазиатские, барсы и норка европейская. Ее видели в последний раз в 2008 году. А вот эта птица тоже исчезающий вид – белоголовый сип. Ее увидеть также большая удача. Список видов животных со временем пополняется. Еще в 2014-м сюда привезены яки из Центральной Азии и Киргизстана. Летом они питаются растительностью, а зимой сотрудники заповедника подкармливают их солью и сеном. Постоянно за ними следим, за их поведением. И нужно сказать, они очень благополучно адаптировались. И даже у нас есть уже приплод этих, животных. Они ведут себя очень красиво, грациозно. И, в общем, нам все это нравится. Мы, естественно, стараемся их охранять. С 2015 года в заповеднике используют так называемые фотоловушки. Ничего опасного для животных. Просто 10 таких устройств фиксируют любое движение животного. Местоположение ловушек меняют каждые 2 недели. Там серны мы зафиксировали, медведи есть. Сами же сотрудники заповедного дела говорят, что охраняют природу не для самой природы, а в первую очередь для человека. Но так получается, что беречь ее чаще всего приходится от него же. Такой вот парадокс будет существовать либо до человеческого осознания, либо экологической катастрофы. Залина Магушкова, Адам Далаков, Новости 24.